Чағыл! Арын ашқы! Здравствуйте, фамилия моя Гололобов, зовут Константином Евгеньевичем, я кинолог из Московской области. Здесь проводится выставка, насколько я понимаю, республиканская, но это не официальное мероприятие, я приглашен в качестве частного лица, просто осмотреть поголовье создаваемой в вашей республике породы якутская охотничья лайка, или как ее по-местному называют, там, якутская охотничья собака. Официально у вас утвержден стандарт на якутскую охотничью лайку. Ну, насколько я знаю, он был утвержден в 2012 году как временный стандарт. Вот, ну, порода это народной селекции, по идее. Но она, конечно, еще достаточно аборигенная, учитывая все-таки площадь Якутии, это там 3 миллиона квадратных километров, это очень огромная территория, понятно, что там собаки, они между собой чем-то отличаются. Вот у людей появилось желание создать национальную породу якутской охотничьей собаки. Вот пригласили меня им помочь в этом. Ama minani tehcir. Bu ibani soda bir konak bir bu hiç köşküte de var bu. Beyte beytmen. Onda bu beyte manda moçta kadar kadınlara heccan. Ona hatta bu ibani soda işte bunların tümüge diyete kana ehis iskata bu var. Uttar sizlere beyte kulağın kudeti. Onun da ibani soda bir mesela nazar kanun. Бүгін сақа ұтын бұхарар ұлыған көрі үсті нүчілі тақа выватқа дем болар. Онна тоқ бар документ қомылдан барыта Российская кинологическая федерация түйіқтақ отча бігіге үппіт сақата бар ден паспорттақ, патеннақ, документнақ болықтақ бұд. Балтара ғыллақ үлевет бұ жонлар, бұ тұрар жонлар үлелерін түміге бүгін тақсар күні. Онын мен олық Туз бәйім апыттан барығытыр, сеттен қаллаңыдылы мақтанавын. Бары ұлыстарттан бұл кәден ехеге күттіні ләхетер күтер. Бұл тәрәхіні барытын ехеге орғыда бүгін. Бейі бұлчы чоммыт онына сақа ұтын итәтчілер. Үлебет үті мүктәқ болын. Бүгін бұл қыман базытығар бейге аға таварыспы коллегавыт Александр Николаевич базытын барытын тұран, барытын тәрейен бер бітігер әмее Улыхан мақталбытын тердебет, онына бұл сақа ұтын итәтчі, ағатыттан тұмнан, бұлчут, спортсмен, энтузиаст, мәға ғалас ұлығын бұшуаттақ, ұлықтауға бейі ойбыт, коллегавы, біргіліләві, коллегавыт Николай Николаевич тастығын сырдық керегер тәрелері әме наға бәле. Сақа республикада бастақы bu saka ıtın bыстапка деген болар. Ondan bu kavarı manna kıttaççılar, manna kədbidcanlar bir istoriya kirevit. Onunla tügenden tohanan bihigi generaline sponsor dağpıt bu terehini barıtın übülevit. Generaline sponsor bıtıgar Irkutskaya nefтяной компанияға onunla bu saka herine filialıgar saka neftin emel okan terilti var. Bu terilittəğə bir sponsor bıdıgar, general sponsor bıdıgar əməyə maqtal bıdın terdəvət. Bu saka Irkutskaya nefтяной компанияң ardas
bu saka ıttırıgar elseler bol batak kini bizonları saka heriger tarkatıga emi uluhan ken üleni sakalata. Onun bir sponsor bitgeri men baktanabıt. Etiyenne bu Nikolay Nikolaevich Tastıgın Jegergenitten, aymaktarıttan, tavarıstarıttan sağılan bihigi bir doydulaktar büt, onna atın üleli hamlı bilir canlar buka barı bu terehem barı sponsor dağıtılar, onun bihi deriyatçılar atlarıttan buka barıları gar iti istin ağır devitin, onna baktal bütün ter devit. Первый раз я был здесь, получается, 12 лет назад. Хотел бы посмотреть, что вы за это время у вас изменилось в лучшую сторону. Собак много, люди приехали издалека, поэтому лучше поговорим после выставки. Спасибо. Оттон бүгүнгү сулгыт күннен дегистим, булчук күнүнөн ити дегистинник гырделебин. Онотон бүгүнгү көрүүнү ото выставка дем болбатак көрүү дем болду хатты. Бүгүнгү хакатын көрүүнү болатын бастыгы дия кап, тойтахына руку хырыларга то выставка денен эте болду. Бии боланы билин көрүү, онда сүрүн сылбыттен талы ол селекционда ядро ден терияқпет, онно талабыт. Аттон оннотта бу хаката ден тон сертификаттары хаяқпытса бу чолка хаката өттен. Онна ол ихиттен болдан аттон чолуларын, ордуктарын ол селекционда ядро ден талыақпыт. Онон аттон элбек хигелле, онна аттон үлехин ыңыры бу Никифора Валерий Егорович командатынан Элбек Кериен хин Элбек улустартан бүлөңәреттен агалаан бу ветераңәри бараларын үксүн керийде. Ол түмүгөр болот хин Элбек хигелде инне канамы бола бигин ол селекционда ядро бутыгар арас улустартан Элбек талык буттен баганалак бут тол салтан огулнады. Ondança bargıtır sitihleri maktalıgıdır. Günün büyüğü bu ürülük bayanay hakata bırahanık kıtılaktıra da bırahanık devlet ve günayı kösüvepet bu yıl hamay elbe oluşları kavan bu hakatığın talar tügen öskete ol kurduk huntarulu huttan evem butantaytan kebeyulu huttan onu tatlı huttan diye bilinge poşottan şüşçe ötkelen turar. Onu bugün diyokutin nada kandıkta kürek bulbatak bihigi hakata takkaragar bastakı uluhan olukput bolar elbaqeti tümen bunnine eme elbaq diyon ülelavittere hakahirin yüddünen elbaq ekspediseleri üppüttara olur de ülelavitterin tümügünen biremenney standart den takkabıta yol biremenne standartından bugün onu hepti verdi, hepti vespettu diyen körü üstü talı buluğa onu bu kavağızda kelen kıttıvı canına barıgıtıgar ercetten maktal kimde komoy bakka barıyaktara yemmit pegi erinevet otut ütü pegi talanmıt bilem yediruğa killeremit dalniyesem üleli yapıt diyen bu kıttıvı canına barıgıtıgar uçasnik diyeni bir divit onun hanadın tölbekte var küt giren kalbatağına bigi hakatattan toratıvıt diyevekkeğit Sötegül ketehen ehilgetten soluğan körüler istiler buluqtara olunna barı belem hıcyaktara diyem bigi bu inisiyatimne böyle katıttan erelbitin terdebit bilgin balahanya bu hıtlan nuronay buvarka buluğa onna kinologtar körüyaktara ıttargıtın barıtın onun da bugün merepriyatiyade kaydak ilan sakalan utabut kaydak tümüktak bolar dağını bigi hakabut uta indiki taksargar lokan oluk bolu demin eyaka erdetten maktanabın bağı olur. Stığınan Nikolay Nikolaevich Tastıgın kereheger kıtağıller bulakka uru eykal. Игорь брат Александр Николаевич Tastıgın bu dizaynladan otur bu bulağa. Dağılırdan şöyle baydı görüyor büt. Mantanca ne bu bulak mantaca köretçi anyıllan grup var buluğa. İdi istin ağırda.
Бравланна моряхайнен болар, толон бусуылыттар, бусуылыттар, гразы турулар аттегендектен. Онна олтан халбудуттар көрүнелер. Эдебин көпка. Вот это. Какая? Вон та, после щенков в вашей группе? Да она у вас, если ей 1,5 года, она уже тяжелая, это уже не лайк. Она потом превратится у вас в кого? Посмотрите, какая морда сырая. Вот это, да? Вот это собака. Вот это. Вот очень хорошая. У нее какая мозговая часть, какой щипец. У нее нету никакого неутончения. Она вот почти, это молодая сука. Посмотрите, как она двигается. Посмотрите, какие у нее движения. Вот у нее есть и темперамент, и все. А это что? Она уже убитая жизнью. Вот, все стоят, она лежит. Это молодая собака. Собаку ведите на поводке, не надо прыгать. Ведите собаку спокойно, дайте ей чуть-чуть ходу, чтобы она на вас не прыгала. Сейчас, секунду, мне надо посмотреть еще в движении. Вот предварительно, я просто с вами готов это обсудить. Я могу вам сказать, почему. Так, вот эта собака нет, она дальше идет. Так, подойдите сюда. Встаньте за вот этой собакой. Я сейчас их буду пускать треугольником, я встану в том конце, буду пускать от себя, мне нужно посмотреть, как двигаются задние конечности, посмотреть профиль, как она идет сбоку рысью и как она идет на меня. Вот и все. Оценим качество движения. Если интересно, можете встать со мной, послушать. Все, пошли. Чуть сближены скакательные суставы, видите? Они развернуты вовнутрь. Чуть добавьте темпу, чуть-чуть. Сейчас смотрим сбоку. Сбоку у меня вопросов нет. На меня! Передние хорошо двигаются. Чуть расставляет тоже ноги. Не самые лучшие, конечно. Задние движутся не очень хорошо. Раскидывают ноги в сторону при движении. Вот вам пример. Собака в статике анатомически сложена не лучшим образом. Она высокозаденькая, но движениями она выигрывает у той собаки. Поэтому она встанет вот впереди. Перед предыдущей собакой встаньте, слушайте. Перед ней. Ну это вообще щенок еще. Сколько возраста? 1,5 года. Не верю. Не верю. Так, вы поняли, да, как бегать? Все, давайте. У нее еще щенячьи движения, щенячьи. Она, конечно, несовершенное движение. Это младшая группа. На меня. Спасибо, остановитесь туда. Собака очень хорошо движется, но при этом вот у нее темперамент, она хвост вообще держит не полающий. Он у нее постоянно распущен. Но движение у нее более совершенное. Рысью. По-якутски селлерен называют. Ну, я... Вот собака тоже прямозадая, а движение у нее достаточно хорошее. Чуть коротковат шаг на рыси. Сейчас секунду еще пустит. Еще пусть он пройдет вот так вот вдоль. Вот так вот пробегитесь. Или стоп. Давайте я вот здесь встану. А вы вот так вот. Стоп. Я посмотрю. Чуть укороченная рысь, напишите. Здесь тоже. Или он так бегает, у нее вот просто семенящая рысь. Такая мелкие шаги. Да, становитесь туда. Где-то 67-67. 65 сантиметров.
Вот видишь, она бочит, она смещается. Вот она бежит боком, вот так. Это непродуктивные движения для лайки. Это не говорит, что он тянет. Я то, что вижу. Вот как он мне ее показывает, я так ее и смотрю. Я додумывать ничего не хочу. Вот я что увидел, я то сказал. Вот видишь, у нее передние идут своей колеей, а задние как мост сдвинутую машину. Еще раз можно? А у вас есть кто вас подменит, чтобы я вас не гонял? Давайте. Поднимите. Вы сразу встаньте там. Вот туда идите. Она все равно. Видишь, она вот совершенно. Это вообще не функционально. Вот особенно вот при движении в снегу. Данная порода еще не отличается стабильностью, потому что мы видим собаки очень разного качества. И они не все друг на друга хорошо похожи. Вы понимаете просто, что такое якутская охотничья лайка. Якутия — это 3 миллиона километров. Есть, я говорю, Нерюнгри, есть Тикси, да, и вот на вот этой территории понятно, что почти у каждого улуса там свой тип собак. Наша задача как кинологов — выбрать такую собаку, которая удовлетворит всем улусам. То есть, поэтому вот сейчас мы больше смотрим не на стандарт, а на функциональность экстерьера, потому что нет лайки без функционального экстерьера. Лайка должна быть с повышенной жизнестойкостью, это обладать прекрасными совершенными движениями, потому что без этого она не будет ни выносливой, ни сильной, никакой. Поэтому я хочу сказать, значит, лидер ринга находится там, а эта собака идет последней. Объясняю почему. Проявляем уважение, как это в спорте бывает, сначала 3-е место, потом 2-е, потом 1-е. Вот эта собака. Перед нами, по заявлениям владельца, это собаки младшей возрастной группы. То есть, по идее, это собаки от 10 месяцев до 1,5 лет. Им свойственно еще не до конца завершенное физическое развитие. Смотрим на эту собаку. Она на щенка никак не похожа. Видно, что у нее уже были щенки, у нее грядки висят. То есть это точно не младшая группа. Ну вот, да она и выглядит. Посмотрите, все стоят. У нее появляется возможность лечь, она ложится. У нее есть возможность сесть, она села. У нее нет лаячего темперамента, тем более свойственного молодой собаке. Лайка — это собака энергичная. У нее должна быть страсть. Если у этой собаки не будет страсти, она и охотник будет такой. Что хочу сказать. Плюс ко всему, это молодая собака, но у нее уже есть признаки сырости. Обратите внимание, у нее губы нависают над нижней челюстью. Вот она держит закрытой пастью, мы нижнюю челюсть вообще ее не видим. Они просто нависшие. Это говорит о признаках сырости. Это плохо. Дело в том, что вот она опять легла. Смотрите, плюс ко всему, обратите внимание на уши, они мягковаты, и в движении они сильно колышутся. У лайки должны, у северной собаки, уши не должны быть большими. Они должны быть небольшими, вот, и стоять достаточно жестко. Вот это вот колыхание быть не должно. У этой собаки все есть. Если она молодая, в дальнейшем у нее это только усугубится. Когда она бежит рысью, у нее все водители знают, что такое смещенный мост. Да, вот вы едете и видите, что у машины мост смещен. Он едет своей колеей, а перед едет своей колеей. Вот у нее то же самое происходит. То есть она бочит. Вот она бежит боком, вот так. У нее задние ноги прокладывают свой путь, а передние свой. Почему это плохо? Вы все охотники знаете, чем отличаются следы диких псов, в частности волк. Они однолинейные. Он всегда отличается тем, что он однолинейный. Баланс собаки устроен таким образом, что 60% веса приходится на перед. Поэтому площадь следов передних лап, она больше. Плюс ко всему, передняя часть собаки, она помимо всего имеет шею и голову, она тяжелее просто-напросто. Поэтому баланс распределяется 60% спереди и 40% сзади. Задача передних ног, когда собака идет по следу, и тот же волк, к примеру, он утрамбовывает снег и оставляет лунку готовую. Задняя нога попадает четко в эту лунку, и ей не нужно утрамбовывать снег,
и она просто совершает движение. Это функционально. А здесь получается, передние ноги идут своим путем, задние своим путем. То есть передний не является помощником заднего. Понимаете, о чем я говорю? Вот. Поэтому эта собака оказалась здесь. Основные претензии к этой собаке – это строение головы. Так получилось, что голова является вместилищем 5 органов чувств. Это обоняние, это вкус, это слух, это зрение и равновесие. Внутреннее ухо, там есть такой вестибулярный аппарат, который за это отвечает. Все остальное, значит, слушай, если интересно, если нет, то... Вот обратите внимание, голова этой собаки, она излишне скуластая. Обратите внимание, вот у нее от глаз, вот здесь, идет аж складка такая. Вот эти скулы, они просто переразвиты. Обратите внимание на вот эту продольную ложбинку. Вот, видите, такая яма. Это говорит о том, что плохо развит сагитальный гребень. Вот, если охотники, думаю, видели черепа волка того же, чем он отличается? У него вот этот сагитальный гребень сильно развит. Если интересно, у меня там есть, я могу вам сейчас наглядно показать, я там взял с собой черепа такие, чтобы вы это видели. Плюс ко всему, вот этот шерстный покров, он прилегающего типа. То есть я здесь вижу подшерсток и остевой волос. Причем остевой волос, он не стоит вертикально. То есть впечатление, как равномерно пышно одетая собака, эта собака не производит. Плюс ко всему, я не вижу здесь покровного волоса. Опять же, хочу обратить внимание, если вы шкуру снимали с волков, видели, у них очень хорошо развито муфта, вот здесь седло такое, и идет ремень вот такой по спине. Вот это и есть покровный волос. Он имеет очень важное значение, потому что муфта закрывает артерии, а вот этот ремень и седло по спине, оно предохраняет позвоночник. Это орган центральной нервной системы, вот как вот у льва. Он же этим укрывается не от того, что ему там холодно, а именно потому, что он закрывает артерии. Вот то же самое и здесь. То есть вот этот покровный волос, плюс ко всему этот покровный волос спускается на заднюю сторону бедер и закрывает половые органы. То есть это защитный барьер. У этой собаки покровного волоса нет. Я здесь только вижу подшерсток и остевой волос, а покровного волоса я не наблюдаю. Поэтому эта собака оказалась здесь. Плюс ко всему, хочу обратить внимание, вот у этой собаки, поверните ее сюда, у нее, видите, мочка носа телесного цвета. Вообще вот обращайте на это внимание, тем более у вас есть страсть к белым собакам, так называемым. Вот волк, это смоленский волк, не самый крупный экземпляр. Обратите внимание вот на вот эту часть. Вот это и есть сагитальный гребень. Понимаете? Вот он, если он развит, то вот такой ложбинки никогда не будет. Он является местом крепления мышц, что усиливает вот как раз работу челюстей. Это сила укуса и все остальное. Здесь, видите, скулы есть, а гребня нет. Понимаете? И вот эта ложбинка как раз об этом говорит. Это чтобы вы поняли, про что, ну, это на что я вам указываю. Возвращаясь к пигменту, обратите внимание. Вот видите, эта мочка, она не депигментирована, она осветленная. Это происходит тогда, когда есть нарушение пигментогенеза. То есть вот пигментные клетки, они не доходят до верхнего слоя. Вот обратите внимание, вот стоит собака, вот у нее какая мочка носа. Вы видите, да? У нее, что касается пигментации мочка носа, тут вопросов нет. К самой мочке носа, хотя к спинке носа уже там тоже есть вопросы, придет время, я расскажу. У этой собаки вообще есть такая связь. Ослабленный пигмент, слабее иммунитет. То есть, значит, уже пониженная жизнестойкость собаки. Если мы говорим о той собаке, которая живет
в тайге, в суровых условиях, то, естественно, на эти вещи мы тоже должны обращать внимание. Спасибо. Следующая собака. Достаточно рослая, ну, представлена, конечно, она в невыставочной кондиции, потому что она уже начала линять. Вообще хочу сказать, что первым сигналом клиники является длина и укорочение светового дня. Вот, ну, чтобы вы знали, если кто-то этого не знает, это вот как раз. Уже во вторую очередь потом идет температура и все остальное. Но процесс линьки запускает именно удлинение и укорочение светового дня. Как только день удлинился, собаки начинают длиннеть. Что я хочу сказать? В целом, эта собака, она рослая, ну, достаточно такой породной лаячей головой, но что у нее плохо? Обратите внимание, у нее спрямлены передние конечности и задние. То есть, вот у нее что лопатка, почти вертикально, что плечо. Вот здесь должен быть угол, порядка 90-100 градусов. Здесь мы его не видим. Плюс ко всему, у этой собаки, вот сейчас она напряглась, но если вот она пойдет, мы увидим скривление коленного сустава и скакательного. Они недостаточно выражены. То есть это тоже плохо. И вот эта собака, когда она бежит, у нее получается рысь укороченная. У нее задние конечности не попадает в свет передних конечностей. Это вот то, что я говорил при движении по снегу. Поэтому вот эта собака оказалась на этом месте. Спасибо. Следующая собака оказалась здесь, потому что выглядит самой молодой. Она вот конкретно еще в щенячьих плодах. У нее это и видно. У нее, допустим, очень богатый костяк, что неплохо. Но при этом она еще физически не развита. Поверните ее передом. У нее еще узковата грудь, у нее не хватает простора передних конечностей. Передом. Вот она и стоит, видите, у нее, допустим, вот конечности 5 такая, рост с нее небольшой, какая она костистая. Это, кстати, очень важный признак для северной собаки, потому что кости являются кровотворным органом. Есть такое еще определение, как теплопроизводительность. Вот все видели ваших лошадей, вот яркий тому пример. Они невысокие, они объемные, потому что они сами себя обогревают. Они очень хорошо генерируют тепло. Вот это как раз то же самое. Но эта собака еще не набрала. Плюс ко всему, видите, у нее размер небольшой. Это и в движении еще видно. Она просто до конца не сформирована. Хоть хозяин говорит, что ей 1,5 года, я бы вот так на вид сказал, что ей месяцев 9 от силы. Но он говорит 1,5 года. Но может собака просто позднего развития. Плюс ко всему, у нее плотный прикус. Это что такое? В норме у собаки прикус должен быть ножницеобразный. Верхние зубы резцы должны находить на 2/3 на нижние резцы. У этой собаки они практически вот так стоят. То есть они нехорошо доходят друг на друга. Ну, в целом, очень молодая собака, пока ставить какие-то там, делать прогнозы, я бы не стал. Надо подождать, когда она разобьется. Все, спасибо. Следующая собака. Вот смотрим на эту собаку. Вот я за весь ринг ни разу не видел, чтобы она подняла хвост. Вот она как начала, вот вышла в ринг с опущенным хвостом, так и есть. То есть эта собака не демонстрирует свойственные лайки темперамент. Он не должен вот так болтаться, как лошадь. То есть это все равно более энергично в сравнении с теми же овчарками. При этом эта собака очень неплохо двигалась. Она сначала была дальше, потом я ее перебил. Движение у нее достаточно хорошее. И в целом она собака неплохая. Единственное, что могу сказать, не достает мышечного корсета по спине. Поэтому, вот так как эта собака молодая, видим, что спина у нее немножко провисла. Вот. Ну, надеемся, что это с возрастом она доберет, и это у нее уйдет. Голова у нее достаточно породная, ну и с пигментом опять посмотрите. Мочка носа телесного цвета, она не депигментирована. Прошу на это обратить внимание. Все, спасибо. Следующая собака. Очень хорошая рослая сука.
с неплохой головой. И анатомически она сложена в статике. Очень неплохо. Плюс ко всему, из недостатков отметил сыроватые уши, она чуть-чуть долговатая, и они мягковаты, им не хватает жесткости. И плюс ко всему, движение у нее не лучшим образом двигаются конечности. У нее замечена коровина. Ну, то есть скакательные суставы сближены. Понимаете, да, что это такое? То есть они не идут параллельно вот так, а они просто сближены. Поэтому от этого, конечно, страдает качество движения. Спасибо. А так в целом очень неплохой язык. Благодарю. Следующая собака. Хотелось бы просто ей пожелать в дальнейшем. Анатомически и в движении эта собака достаточно правильная. Но она излишне сухая. Сейчас пока ей не хватает мышечной массы и просто пожелать убрать тело. Она сейчас худовата. Поэтому, конечно, она сильно теряет привлекательность из-за этого. Рослая, с крепким верхом сука, чуть мягковатыми ушами. Хотелось бы пожелать больше простора в задних конечностях. То есть, вот, она их ставит узковато. Они должны, вот, по ширине постава задние конечности не должны уступать передним, как минимум. У этой собаки, я думаю, в силу возраста еще. У нее просто, таз недостаточно развился. Я думаю, это у нее со временем уйдет. Ну, а к ушам есть вопросы. Они, мало того, что чуть великоватые и мягковатые, они еще с небольшим наклоном вперед, видите, да? Вот. А так, в целом, неплохой экземпляр с хорошим качеством движения, между прочим. Спасибо. В целом, очень гармоничный экземпляр с хорошей породной головой. Хотелось бы пожелать чуть более удлиненный корпус. При этом на достаточно правильных ногах. Вот хороший окрас. Я не знаю, почему вы все упираетесь только в белых собак, но вот это вполне здоровый черно-занарный окрас. Вот. Поэтому мне такие собаки очень нравятся, допустим. Плюс ко всему, долго ходила первой, потом стала второй. Почему? Объясняю. Во время движения у нее также сближены скакательные суставы. Поэтому она просто проиграла той собаке качеством движения. А так очень неплохой экземпляр, молодая сука, имеет смысл обратить на нее внимание. Спасибо. Ну и вот эта молодая собака. Вот смотрите, темперамент, все у нее есть. И при этом она достаточно гармонично сложена. У нее хорошая голова. Чуть не хватает массивности щипца, но вполне допускаю, что с возрастом это уйдет. При этом она на очень правильных ногах, обладает хорошим качеством движений, и у нее очень хорошо выражен половой тип. То есть это видно, что это сука, что это не кобель. Что очень важно. Это говорит, что гормональная система у нее работает очень хорошо. Поэтому вот это заслуженно победитель ринга. Можете ее поприветствовать дополнительно. Спасибо.